Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, я благодарю вас, что вы сегодня пришли, откликнулись на наш призыв собраться. Народно-патриотический союз «Гибрид» организует 3 раунда переговоров политиков, лидеров Гагаузии для того, чтобы принять совместно общее решение, выбрать, какой путь в дальнейшем Гагаузии. Ну, а может быть, при согласии абсолютного большинства политиков Гагаузии, может быть, даже пойти по пути открытия гагаузской партии. Региональной или республиканской, нам это решать. У всех есть повестка дня. Ну, мы проводим второй раунд, поэтому повестку мы не поменяли. Она одна, как была и на первом раунде. Предлагаю повестку принять. В принципе, вопросы здесь идентичные, поэтому можно будет, как говорится, все объединить в целом, для того, чтобы, если уже кто-то выступает, по всем вопросам коснулся один раз. Принимается? Да. Принимается. Предлагаю выбрать секретаря, ну, для того, чтобы сделать протокол, для того, чтобы... Да, ну, здесь у нас есть дополнительные... Мы не голосовали. Предлагаем Николая Петровича Адепта. Против никого нету? Нет. Нет. Ну, тогда давайте мы начнем диалог. Прежде чем мы начнем диалог, я хочу рассказать Вчера мы были приглашены к президенту страны, приглашали всех депутатов. И я скажу, что нам удалось задать несколько вопросов президенту, были также и наши коллеги там. В первую очередь вопрос шел об открытии региональной партии Гагаузии, ну или же республиканской. В принципе, когда мы подняли вопрос открытия региональной партии, получили ответ, что очень упрощена система открытия республиканской партии. Где мы подняли сразу вопрос, что, ну, это реально, да, мы, в принципе, партию такую можем открыть, потому что это 1200 голосов, на уровне Гагаузии мы это можем собрать, но порог барьера вхождения в парламент для маленького региона очень высокий, где, в принципе, президент и его команда отметили себе, что в дальнейшем над этим вопросом нужно работать. Потому что мы предлагали и румынский вариант, где есть венгерская партия, которая Николай Петрович в прошлый раз об этом озвучивал, где она участвует на выборах парламента, президента Румынии, но не преодолевая порог, тут же сразу действует второй закон получения квоты. И оно всегда есть как с парламентом. Представительство. Поэтому как бы мы вчера эти вопросы поднимали, что проходит реформа в стране, и после каждых реформ у нас обязательно что-то забирают. Поэтому пришло время, если центр идет на диалог, они должны понимать, что это не просто разговоры, а начинать что-то возвращать назад, если реально они нас приглашают к какому-то разговору. Потому что я начал с того, что, в принципе, я не приехал, я не являюсь сторонником руководства, но есть наверняка какое-то приличие и взаимоотношения между Гагаузией и центром должно быть. Мы можем относиться друг к другу по-разному, но нужно встречаться, обговариваться те вопросы, которые у нас есть. Ну, вот такой диалог был. Петр Ильич Бузаджи также был на этой встрече, Георгий Иванович. Георгия Ивановича наградили почетным дипломом. Ну, наверняка они об этом будут говорить. Я это озвучил для чего? Для того, чтобы все понимали, что в принципе некоторые шаги мы уже выходим за рамки наших внутренних переговоров круглого стола, где интересуемся, а что же дальше? Но потому что сейчас, буквально, по-моему, пару дней назад, принято новое решение при регистрации партии, получить добро Конституционного суда, СИП и Министерство юстиции. То есть довольно-таки усложнилось это дело. То есть эти органы фактически кому не захотят дать разрешение, они его не дадут. Ну, об этом мы тоже говорили, где получили ответ, что реформов как бы не будет. Но поживем, увидим. Но я чуть-чуть коснулся больше политической партии, хотя наш диалог сегодня не только политической партии, а диалог о том, чтобы реально, чтобы наши лидеры, в том числе я, в принципе, начинаю все время себя, признавать и свои ошибки, делать шаги для того, чтобы сближаться со всеми, для того, чтобы определить как бы общее будущее, для того, чтобы развивать и экономику, для того, чтобы участвовать в будущих и выборах народного собрания, и в дальнейшем и местных выборах. Естественно, что Гагаузия должна прийти к какому-то компромиссу и не враждовать между собой. То, что творится у нас
наверняка все замечаете, внутри Народного собрания, ну и не только, и многих советов, это идет борьба только из-за того, что у нас нет четко оформленной партийной команды идеологии Гагаузии. Поэтому, естественно, что мы должны с чего-то начинать. Поэтому мы постарались сегодня пригласить максимальное количество человек. Первый раунд был, мы приглашали политиков только независимых, которые не входят ни в какие политические партии. Форум был довольно-таки солидный. Было и Башкан Гагаузии Формузал, было два официальных народных собрания, дополнительно другие политики. На втором раунде мы пригласили представителей и всех партий, в принципе, которые в Гагаузии проводят работу. Мы пригласили представителей партии социалистов. Мы видим, что они наше приглашение не приняли, раз сегодня нету. Партии коммунистов, партии МАН, новая партия, которая только зарегистрировалась, но она у нас в Гагаузии начала работать. Да, Чебана, партии Кику. Ну и естественно, что с партией Шора, Блок Победа, Возрождение, большое количество людей было приглашено. Но я вижу, что они тоже не приняли участие. Также мы пригласили, находясь в этом зале, Башкана Гагаузии. Башкана Гагаузии письменно пригласили. Но Башкан не принял участие. Также мы пригласили председателя Народного собрания. На первый момент он дал согласие, но сегодня мы его не видим. Мы отправили приглашение Ирины Федоровны Влах, которая является выходцем из Гагаузии и создала партию, но мы ее тоже не видим. Также мы отправили приглашение и Александру Ильичу Стайнову. То есть с нашей стороны, с Народно-патриотического союза Девлет, мы постарались, что к второму раунду переговоров максимально об этом говорить. Спасибо ГРТ. Мы с Федоровичем провели беседу, сделали программу, где, в принципе, тоже заявили, пригласили и тех политиков, которые мы не смогли созвониться или каким-то причинам не позвонили, чтобы они добровольно, если этот вопрос интересует, могли бы прийти для того, чтобы обсудить. Наша встреча сегодня консультативная. Каждый говорит о своей позиции, предлагает пути выхода с этой ситуации, о дальнейшем развитии. Встреча наша сегодня будет проходить и двух периодов. То есть первый час мы выступаем по этим вопросам, во втором мы проводим итоги, что дальше делать. В принципе, я предлагаю такую работу сегодня провести. Согласны? Давайте кто готов первый выступить? Наверняка начнем с наших аксакалов, которые, в принципе, и благодаря им мы сегодня находимся за этим столом. Петр Ильич, наверняка, как бы мы ни смотрели, вы вице-президент Гагаузской республики и человек, который очень много сделал для Гагаузии. Поэтому наверняка мы предоставляем вам слово. Спасибо, конечно. Партия, конечно, нужна. Региональная, тем более. Она нужна. Потому что мы видим, что общество больное. И вчера я выступал в ГДН при президенте сегодня о том, что задача стоит в том, чтобы оздоровить общество. Оздоровить общество – это нужен диалог. А нужен диалог, значит, нужны признания друг друга. Мы об этом говорили месяца 2-3 назад. Еще эта работа шла у нас и идет. О первых связей с центром и автономией. Мы по плану идем в этом. Мое появление вчера в президентуре тоже ставилась задача о том, чтобы как-то найти, согласовать с президентом вопрос диалога о автономии. Потому что если мы будем дальше продолжать вот так, как мы идем, то мы придем никуда. И центр может принять обратное решение, которое потом невозвратно будет для Гагаузии. А точку возврата мы к ней идем так
усердно и усиленно, что, по-моему, инерционно остановить невозможно будет в скором будущем. Поэтому просто не хочу вдаваться в философию, но говорить о том, что не будет объединения здесь, в Гагаузии, не вернемся к 91 году, нас ожидает крах. Мы сегодня идем по пути 91 года. Мы вернулись обратно. Но в 91 году, как вы знаете, о том, что было согласие всех. А сегодня вот вы сами сейчас перечислили о том, что того нет, того, значит, разночерствовать. И я говорил раньше, сейчас тоже говорю, каждый гагауз, который только рождается, уже видит себя начальника. Вот почему-то у нас в крови с рождения. Ему нужен мандат давать при рождении, мандат сразу руководителя. Все видят руководителя, вот и не ниже. Соответствует ли мозгами руководителя, он анализ не делает. Вот сегодня результат. Вот хоть одна партия, которая бы заинтересована была в рождении региональной партии, кто-то есть? Нет. Никого. А? Никого. Никого. Это говорит о чем? Не хотят на них. Что каждый видит себя начальником. Личный интерес был. Понимаете? Каждый видит себя кем-то. Сейчас стоит вопрос не в том, что кем-то. Сейчас вопрос стоит о том, что нужно оздоровить Гагаузию, восстановить, хотя бы удержать то, что есть. Я помню на 7-м съезде в те времена, когда я отчитывался как председатель комиссии по выработке автономии, когда отчитался, мне говорят, так это, что это, закон, что ли? Здесь так мало полномочий. Так вот я вспомнил слова Петра Кирилловича, который после того, вот, кто был тогда на заседании парламента, когда принимался закон Гагаузии, то Петр Кириллович после того, как голосовали при третьем голосовании, значит, спустился со своего пьедестала, обнял меня и говорит: Петр Ильич, вы гагаузы, я дословно постараюсь вам довести, вы гагаузы добились того, чего хотели, но, запятая, и ставит но, чтобы вы знали, сможете ли вы нести всю ношу, которую вы скинули себе на плечи? Я думаю, нет. И точка. Я его пригласил тогда за стол. Мы на этом остановились. А сейчас я делаю анализ. Что мы сделали? И мы точно идем, скатываемся по его предсказанию. Вот он предвидел это. А вот нам с вами нечего делить. Нам нужно искать причину, по которой мы пришли к этому. Мы скатываемся, надо остановиться. А вот как остановиться? Давайте искать общими усилиями, искать рецепт остановки вот этого скатывания. Никто, кроме нас, не придет и не скажет, как это делается. Как остановить, кроме нас с вами. Поэтому я предлагаю, значит, не считать себе свои погоны и свои лампасы, свои достижения, а объединиться и выработать единым, как говорится, мнением, идти к выздоровлению, к восстановлению автономии.
Каким путем? Давайте будем дискутировать. Может быть, надо будет даже привлекать, правильно сказали, что нужно привлекать все партии, все. Потому что это заинтересованность. Это оздоровительное же общество. Общество сегодня Молдовы больное. Вместе с нами. Мы в Молдове. Мы в Молдове, мы в единой семье. И в семье болеют все. Не бывает такое, что ребенок болеет, а второй ребенок не болеет, или же родители. Тут заболевают все. Вот мы сегодня заболели все. Поэтому заинтересованность всех партий, я думаю, что из всех 2-3 партии, которые не будут согласны с нашим мнением. Но остальные же должны. Но последние выборы показали, что, еще раз повторюсь, что каждый видит себя генералом. У меня все. Спасибо. Спасибо, Петрович. Ну, кто готов? Следующий? Вчера был президент, мне не удалось выступить, потом сказал... Я помню это, поэтому немножко быстрее. Как-то мне не дали успеть. Я вот тоже просто со своей стороны чуть выступил. Включите микрофон. Тоже жестко, но честно, открыто, правдиво высказал позицию. Сегодня мы находимся в той ситуации, и те вызовы, которые стоят перед страной и перед нашим народом, никто не обсуждает, не выработает ни формулу, ни механизмы защитные, Сегодня предлагал уже неоднократно сказать, собрать весь интеллектуальный потенциал, который у нас маленькой Грузии имеется. Создать природу как лабораторию, сформулировали каждое предложение, идеи и так далее, там это выносить в массы. Не разношерстно, как каждого нашего доступного выскочил, все идет разрозненно. Ага, ты с той партией, я с вами не общаюсь, я с вами не разговариваю, и разделились, и друг другом грызутся, вместо чтобы предлагать идеи, которые чтобы разрешали вопросы, которые стояли. И сказал бы еще, мы в условиях жесткой противостояния, когда 90-е годы были, в правительстве, в парламенте были кабинеты, наши кабинеты, в которые мы приезжали, и здесь на грани войны стояли практически, но эти кабинеты были, мы находились в постоянном диалоге. На все съезды приезжали представители Народного фронта, министры, правительство, депутаты Верховного Совета, на уровне третьих лиц, так скажем, которые присутствуют постоянно. Да. Мы спорили, дискутировали, но находились при этом в постоянном диалоге. Сегодня этого диалога нет. Ни кабинета в правительстве, где мы могли приезжать, встречаться с теми же депутатами, допустим, или членами правительства и обсуждать эти вопросы. Да, они принимались изначально, но постепенно это осознание тех проблем, которые и пришли в конечном итоге к закону о авиационно-правовом статусе. Там уже какие способы, механизмы мы задействовали, участвовали, привлекали все силы, которые в наших силах возможно были, и Боженька нам помогал, поддерживал, и люди нас поддержали. Сегодня мы находимся на грани военной ситуации. Не дай Бог допустить какой-то конфликт военный на территории нашей страны. Это мы потеряем неизвестно, как сложится. Мы можем потерять и государственность Республики Молдова, и себя. Если мы не организованы, мы должны быть готовы к разной ситуации, которая может возникнуть. Мы должны быть готовы реагировать со временем, не ждать, когда де-факто свершится что-то. Мы должны работать с дипломатическим корпусом всех стран, которые здесь смотрят, чтобы они влияли со своей стороны правительства. А так мы с ним ходим один. Кто такой? Гришка Калч. Сказал то-то. Иванов Петров Сидоров сказал то-то. Ерунда За ним никто не стоит, это еще можно игнорировать. То, что и происходит сейчас.
и создать, объединить все общественные организации, ну, в будущем партии, которые региональные, на республиканском уровне будут и так далее, в единый кулак. Собрать все это в единый кулак. И все спорные, несогласные, допустим, ну, идеи, убеждения, которые имеются у каждого, вот здесь вот закрылись, как в лаборатории, так скажем, подискутировали, поругались между, но вышли в народ. Все должны быть сидим мнений. Они делают, тему, партия, мем, вот действительно, все на уровне врага. И друг друга бьют больше, чем правые партии, допустим, условно сказано, республиканских партий и так далее. И на местном уровне то же самое. Установили взаимосвязь исполнительной, ну, законодательной и представительных органов власти, примарика всех на нашем регионе. Как в 90-е годы, когда нам не регистрировали, конечно, вот Ватан не регистрировали. И сами натолкнули, как шел, ничего не зашел, попадать в положение схода граждан. Не дают. Создали уличные комитеты по всем улицам. Собрания провели и так далее. Вышли на сход граждан, условно 10 человек присутствует, но он уполномочен представлять 10 тысяч человек, допустим, или 500 человек им один. И там депутаты, сейчас депутаты были, проголосовали, а оно приобретало всей территории законную обязательную силу. Все предприятия, все коллективы выполняли это решение. В Москву когда привезли, Камрад Чернушский район вез, ну, типа митинги, решения там, когда привезли в Москву, там ахнули. Единственный, кто в Советском Союзе, ну, на юридических количествах сел, юридически, тот просто группа людей. У нас миллион может наметить, как Ельцин проводил в Москве, антигорбачев, миллион наметить на Манежной площади мотает. Но это мнение группы людей, партии, допустим, или общественного движения и так далее. Не более того, а когда печать стоит, ну, в органах власти, местного, регионального и так далее, это государство обязано было реагировать на то, чтобы поддержать. Это не просто куча людей требует, а просит народ. Потому что там и депутаты, и представители, которые уполномочены лица. Поэтому систему как бы должны разработать у себя ну, законом народного собрания, вести такое положение. И чтобы эти решения имели обязательно, носили обязательную силу, как бы характер для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, органами власти, которые находятся на данной территории. И это взаимосвязь и народа, и, допустим, общественно-политических движений, ну, партий, которые это будут на это влиять. А не то, что забрал большинство советов, сегодня доминируют там и на телефоне, извините, вот так вот, берут там, им указания жить на телефоне, даже если в народном собрании. Резко выскакивает там-то, ля-ля-ля, и все. Тут, извините, там это в народном собрании, интернет сегодня есть, на телевидении транслируют, там-то радио транслируют, весь мир смотрит. Да. Мне из Турции, Болгарии, с России там звонят, что вы там позоритесь, там это и так далее. Есть работа в комиссиях. Он там в комиссии, где ну, водки, рвите, в спорте, ругайтесь, но вышли сюда. Вы должны показать свой уровень. Понимаете? И показать интеллектуальный потенциал. Вы представители как бы народа должны показать в вашем лице, смотрят как на интеллектуальный потенциал народа. Вот эти вот все нюансы нужно убрать. И ездить, создать группу народной дипломатии, восстановить. И на республиканском уровне работать, и с другими странами, международными как бы, организациями, структурами доносить нашу позицию, наши как бы, требования, просьбы, помогли, чтобы решать какие-то вопросы. Основная задача стоять я в 95-4 году, когда принимали закон о старте, выступал против, ну, чтобы наши пошли на 23 декабря. Поскольку там, чтобы мы за ночь его выхватили, там многие вещи там это, ну, проголосовали, ребят, это будем долго мучиться потом после этого закона. Лучше было бы держать паузу, уже как бы, ну, созревал, там, давили как бы на Молдову со всех международных организаций, там, посольства и так далее. Как помог вопрос формулирования, ну, закона. В законе перечислено не заложен был механизм его исполнения. В самом деле постановление правительства, которое в течение месяца должен был вести, только приняли закон, через полгода
или 3 месяца я аннулировал это постановление. Определение соответствия законодательства законом об особом правовом статусе Грузии. Его все не выполняется. Сегодня они не выполняют раз, и многие статьи оттуда как бы признали, где неконституционными, где просто не реагируют, не выполняют. Закон, статья о фиксированных отчислениях налогов. Она мертвая. Сегодня Народное собрание, ни исполком, сколько, ну, все, которые были, при против попытались это сделать, ну, знаете, что случилось, ни один башкан эти вопросы не поднимал. Законы по социальным, там это, социальный кодекс нету. Прямо присмотрим, мы сами его не выполняем, мы не разрабатываем, понимаете? Сами. Что говорить, когда Кишиневе, который не признан ни конституционным, ничего. Это наши полномочия. Мы сами не выполняем это. Над этим тоже как бы нужно работать. И прийти через диалог создание постоянно действующей комиссии. Состав может, ну, периодически меняться, там одни уходят, другие приходят, но такой постоянно действующая группа комиссии, как угодно можно назвать, который с парламентом, правительством, президентом находится, ну, в постоянном диалоге, и выходить на приведение соответствия законодательства Молдовы, закону о особом правовом статусе Грузии. Совершенствовать закон. Это закон, который постоянно, ну, жизнь меняется, ситуации, социально-экономическое положение, отношения, ну, государственная система меняется, в конце концов, вот такая. Поэтому нужно носить, ну, совершенствовать, носить изменения, соответствовать закону. Но это можно сделать только в диалоге. На противостоянии нужно, как бы наши внешние европейцы с одной, с другой стороны, как бы не поддерживали, но в конечном итоге здесь должен приниматься парламент. Это мы должны взаимодействовать. Какие бы оппоненты ни были нас, мы должны убеждать и так далее. И убеждать, что мы тогда в 90-е годы, это мы привлекали ученых, экспертов, ну, с знаменитыми как бы именами, статусами. Когда мы проходили экспертные заключения, мы на всех площадках выиграли Молдавск. Это... А ничего не могли сделать. На всем уровне экспертные заключения в нашу пользу. То же самое сейчас мы должны. А если мы будем вот так между собой грызться, ругаться, мы потеряем не то, что мы то, что имеем, а потеряем все. Это как когда был итоговый заключительный протокол должны были подписать. И Анатолий Иванович Лукьянов, там я имел прямые контакты с ним, это говорил. Если Молдавская ССР должна принять, если не примет, он прямо с него, ну, позвонил тоже. Я не знаю как, но должен быть итоговый протокол подписан. Молдавская сторона принесет общее такое заключение, ну как бы протокол ФНП. И молдаване, которые все эксперты как бы должны давали подписать его. Мы с своей стороны как бы свои сделали не один, а ну, сразу институт государственного права, академии, международных организаций, ну, привезли как бы эти. И они сделали альтернативу как бы свой. Молдаване, которые порядочные ученые были, там это мы этот паски руки марать не будем. Но нашлось 3 гароуза, которые подписали табунщик в аппарате Верховного Совета, ну, тогда Молдавская ССР, Арнаут работал, фамилию, имя не помню, и Базвесь пан Пантелеич, уроженец, ну, конечно, был переводчиком и так далее. Молдаване отказались подписать, и с закладами заключительно выступили, ну, все руководители групп, и должен был Василий Петрович Толшнов выступить. Он доклад или не подготовил, или через Народный фронт он туда был вхож, как бы, поднял истерику, волосы дымом стали, Пушкаш, так что не между собой разобраться. Все, стали, ушли. Итоговый протокол был подписан, если Верховный Совет Молдавской ССР указан президентом РСФСР, была создана Гагаузская республика, статус республики имели. И вошли и Тарапийского, и Бессарабского, часть Гагаузского, где школы граждан были. Но таким образом сорвали, и сейчас имеем и то, что имеем. Спасибо, Леонид. Поэтому объединить все усилия, которые... Завтра ситуация еще раз вернусь. Ну, Иванович, уважаемые коллеги, мы отлично понимаем, что это не удастся за 2-3 встречи. Это постоянная работа. Ну, первые шаги сделаны, дальше будем обсуждать.
Давайте так договоримся, кто готов выступить, ну, чтобы я... Давай. Ну, готов. Иван, пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, единомышленники. Большое спасибо, что вы все пришли, отозвались на наш призыв, в принципе. Вам большое спасибо всем и каждому. На самом деле, вот, слушая выступающих, что было вчера, мы все знаем, да, мы все это как бы предвидели, говорили, но зная все вот это, мы пришли сегодня к вот нашей заданной точке. И сегодня, как и всегда, я скажу одно, что львиная доля вины лежит на Гагаузской автономии, на властях Гагаузской автономии. И какая-то часть вины осталась от Крымской республики. И вот это все идет за нами уже 30 лет. К великому сожалению, к великому сожалению, вот мы имеем то, что имеем. На самом деле, вот за все это время мы неоднократно говорили, что мы сглупили тогда, когда впустили в Гагаузию все республиканские молдавские партии, тем самым сами или намеренно, или по своей политической близорукости раскромсали гагаузский народ. Гагаузские партии хорошо укоренились на территории автономии, имеют свой электорат уже. И винить в этом гагаузский народ никак нельзя. Абсолютно нельзя. Да, люди хотят жить, участвовать в политической жизни автономии и республики в целом. Так как мы, Гагаузии, не предоставили нашему населению, нашим людям свою политическую партию, тем самым помогли молдавским партиям хорошо укорениться у нас здесь. И в чем виноват Кишинев? Кишинев только и смотрит, что мы бездействуем. Мы на это смотрим так спустя рукава, благодаря нашему руководству Гагаузии в первую очередь. На самом деле, это было преступление против гагаузского народа и автономии в целом. Мы сегодня вот полтора года, уже два, я вот говорю за партию, вот спасибо Николаю Харламовичу за его поддержку. Потому что на самом деле откликнулся только он один. Вот чтобы где-то посоветовал, как политик, более дипломатическим таким выходом, он сказал, что так, давай сделаем вот так, чтобы именно собрать и посоветоваться со всеми политическими деятелями Гагаузии. Пускай люди выскажут свое мнение, свое видение. Это был очень такой правильный такой вариант. То, что мы вот второй раз сделали. Сегодняшний момент, то, что мы видим сегодня, отсутствие жителей Гагаузии, находящихся, будучи членами молдавских партий, их нет. Значит, я опять же убеждаюсь в том, что цели программы партии на первом месте, потом уже Гагаузия и все остальное. Поэтому мы просто обязаны создать нашу гагаузскую политическую партию. Именно республиканскую партию, да. Почему нет? Пускай нас нет 6%, но мы автономны. И мы добьемся того, что наши
представители партии будут сидеть в парламенте Республики Молдова. Но для этого мы должны именно сделать первый шаг. Первый шаг – создать политическую партию, создать площадку для нашего населения, довести до людей, что именно гагаузская партия может быть щитом автономии и гагаузского народа. На протяжении 30 лет мы все прекрасно помним и знаем, что только за месяц до любых республиканских выборов, как гиены, именно как гиены в Гагаузию заезжают представители молдавских партий и разрывают Гагаузию на части. Для чего? Обещая золотой город, что мы вас будем представлять, мы за вас будем бороться, вы за ваши полномочия будем требовать. Это длится всего лишь 1 месяц. 1 месяц, пока закончатся выборы, пока возьмут голоса с Гагаузии и усядутся в парламент Республики Молдова. И все. И следующие 4 года. То, что мы сегодня находимся у черты исчезновения, но в этом уже давайте признаемся себе, будем мужчинами, что это вина наша. Мы до этого довели Гагаузию своим молчанием, своим таким отношением, что без ничего страшного, без меня. Нет, нет, уважаемые. Мы довели до этого Гагаузию. Мы молча проглотили вот эти все давления, выходки республиканских властей. Сейчас я не буду винить партию ПАС ни в коем случае. До партии ПАС это все началось. Далеко до партии ПАС. Были коммунисты, были социалисты, были демократы. Партии ПАС уже была выстелена красная дорожка. И они пришли, и каком проходит дальше. А что делаем мы? А мы бездействуем. Мы сидим, мы говорим, собираем круглые столы, высказываемся. Мы говорим, что вот тогда было так, надо было сделать так, надо было сделать так. Но ничего не делаем. Вот где собака зарыта. Мы все ждем согласия кого-то, что кто-то нас поддержал, что кто-то нас обидится, кто-то... За что? За то, что мы хотим быть хозяевами у себя дома. Мы ни в коем случае не призываем к противостоянию с Республикой Молдова. Мы всего лишь навсего хотим, чтобы выполнялся закон о молодом правовом статусе до последней точки. Что это такое? Что мы защищаем свои интересы? То, что мы не развиваем гагаузский язык, это вина гагаузов. Это не вина Молдовы. То, что мы не открываем гагаузские садики и школы, вина наша. Не вина Молдовы. Это только мы делаем и даем повод им сказать, зачем вам нужна Гагаузия? За 30 лет вы не открыли ни одной школы, ни садиков, ни... Где? Вы же все... Кем вы стали? Какие вы гагаузы? Гагаузы. Где ваш язык? И они в этом правы, потому что мы этого не делаем. Я все-таки убежден и уверен, что нам не обязательно нужна наша политическая гагаузская партия. Там, где членами гагаузской партии будут все жители автономии, только жители автономии. И представлять будущих депутатов, башкаров, депутатов парламента только от Гагаузии, от людей, которые живут на территории автономии, и никак иначе. Только так мы сможем остановиться сейчас в этой крае и развернуться назад, чтобы не уничтожить сами себя. Почему мы всегда ждем кого-то? Мы должны уже сами, хватит. Тем более, вот я сказал Николай Карабович, что
Кишинев не против вести диалог с нами. Значит, я уверен, что если мы будем идти и требовать свои законные права, это будет нормально. Но если мы сами от них сами нарушаем свое же уложение, сами мы, почему Молдова не будет нас унижать и уничтожать? Такой вопрос никого никогда не интересует. Когда мы в день по 2 раза нарушаем, даже на сессии Народного собрания, нарушаем уложение автономии. Вы думаете, что это никто не видит? Никто за этим не следит? Прекрасно видит. И как я могу упрекнуть потом кого-то, если я сам по горло в дерьме сижу? Поэтому я считаю, что на самом деле вот сегодняшний наш вот круглый стол показал, какие гагаузы на самом деле хотят для Гагаузии что-то хорошее, перемен, а какие просто говорят со стороны, да, на самом деле, кто в кустах, кто кого не пускают боссы своих партий. А вы представьте себе, когда сегодня создавшаяся мощная гагаузская партия, сегодня, пускай она будет не такой, как мы сегодня хотим, пускай в ней не будет вся Гагаузия, пускай будет 2%, 3%, 5%, 10% завтра будет, послезавтра будет 15-20%. Это уже выход с положения. Это уже большое дело, когда завтра, если мы завтра будем иметь в Народном собрании депутатов от партии 15-20 человек, вы представляете, что это такое? Это, вы знаете, такая сила. Никогда здесь вот превращают Народное собрание сессии в цирк. А где сидят патриоты, где сидят люди, которые пришли во благо гагаузского народа. Решать и каждый день писать законы только об укреплении Гагаузии, о статусе и о благоприятии и процветании Гагаузии. О такой Гагаузии мы должны говорить 30 лет. 30 лет прошло. Это очень страшно. До чего мы довели мы сами лично. Я вас прошу, друзья, извините, если что, я так, но... Спасибо, это ваше мнение. Спасибо. Большое спасибо. Ну, Анна Харлампиевна, Здравствуйте, все мы уже 2-й раз встречаемся, да? Микрофон, пожалуйста. А как вы? Мик. Спасибо. Второй круглый стол. Я очень признательна всем, кто откликается на этот разговор. Сегодня хочу сделать комплимент, реверанс в сторону СМИ, потому что сегодня очень много прессы здесь. Может быть, это вызвало интерес у прессы, или же, может быть, моя критика в прошлый раз тоже подействовала. Но средства массовой информации должны быть обязательно всегда там, где что-то происходит. А здесь что-то происходит, что-то назревает. И причем это назревает давно. Я вот сидела, думала дома перед тем, как сюда прийти, и у нас абсолютно нет никакой аналитики, вообще никакой аналитики. О том, как вот 30 лет мы сейчас отмечаем, да, вот буквально на днях, но никто до сих пор не сел и не сделал анализ этих 30 лет. Что было, как все происходило, как двигалось, к чему мы пришли, что положительного, что отрицательного, что мы потеряли, что мы приобрели. Вот, каждый раз власть меняется, одна за другой уходит, и каждый раз власть приходит какая-то всегда с какими-то разными своими собственными идеями, собственными амбициями, собственными какими-то претворениями программ и так далее, но общей аналитики нет. Смотрите, что происходило. Значит, я как бы
постаралась разделить на несколько этапов весь этот период, который существует вот до сих пор. Значит, когда все это возникло, идея самоопределения, когда начались у нас эти процессы, марши, митинги, значит, съезды, когда заявлялась идея Гагаузской республики, она наконец была образована, потом переобразована в автономию, принят был закон об особом правовом статусе. Что двигало людьми? Национальная идея. Была национальная идея, которая всех объединяла. Она была всем понятна, она всем была интересна. В ней видели будущее, в ней видели пользу, в ней видели защиту, в ней видели благополучие. В ней видели будущее, в этой национальной идее. Национальная идея какое-то время работала. И создались, значит, путем диалога, о котором все сегодня говорят, между, значит, республиканскими региональными властями, путем диалога образовалась, значит, у нас АТО, Гагаузская автономия. Все эти периоды, пока Гагаузская автономия жила и существовала, что было? Первый период, значит, становление и формирование государственных органов. Да? Первый период, как бы все были еще, идея еще работала. И органы были сформированы, уложение было принято, какие-то определенные исполнительные структуры были созданы. Была заложена основа, была заложена канва. И начался процесс, двигательный процесс, двигательной работы. Что дальше происходило? Дальше пошла на втором этапе страшнейшая политизация. Немножко стали гагаузы уходить уже от своей национальной идеи. Стали, вот то, о чем говорил Петр Ильич сегодня очень честно и очень правильно, гагаузы начали к себе друг другу предъявлять претензии. Почему ты, а не я? А я, может быть, лучше, чем ты? И так далее. В каждом начал просыпаться начальник. До чего это довело? Это довело до противостояния, что Башкана сняли с должности, что сложнейшие процессы нашли, что вот тогда мы дали возможность Кишиневу понять, что Кишинев здесь может делать все, что хочет. Тогда был переворот, Башкана сняли, другого выбора назначили, другого насадили. В Народном собрании началось противостояние, которое потом многие годы длилось. И это противостояние привело и к смене власти в Народном собрании, и противоборству между собой депутатов и так далее. Вот этот процесс политизации, ухода уже от национальной идеи, которая была заложена в основе создания всего, что мы хотели добиться, вот тогда начался отход. Дальше что у нас происходило? Дальше как бы о политике немножечко стали как бы не то что забывать, а стали не говорить, затушить вот этот огонь, который разожгли. И куда в Гагаузии автономию потянули? Сельхозназначение. Все, мы начали смотреть, какие у нас поля, делать осмотры полей, рапортовать, что у нас очень хороший урожай и так далее. Регион стали направлять именно в сельхозназначение. Мы сельскохозяйственный регион, у нас Буджак засушливый, но тем не менее мы такие молодцы, мы такие урожаи выбираем и так далее. Председатель Народного собрания был назначен именно из этой сферы сельхозлидер. Вот. И именно вокруг этого все крутилось, это считалось достижением и главной идеей уже Гагаузии. Дальше что у нас происходило? Дальше у нас опять поменялась власть. И что пошло? Дальше от сельхозназначения стали строить экономические проблемы. Экономические вопросы, Был составлен большой талмуд экономического развития Гагаузии, которые начались какие-то малые предприятия создаваться. В Народном собрании приняли закон о том, чтобы освободить эти создающиеся новые предприятия на 5 лет налоговые каникулы давать. В общем, пошел процесс как бы экономизации автономии. От национальной идеи мы немножко опять стали отходить. Противостояние Народного собрания, исполнительного комитета дошло до такой высшей точки кипения и так далее. Уже между властями не было взаимодействия, взаимопонимания. Идея опять стала тонуть. Дальше что происходило? Дальше начался возрождение культа личности. Пришли к власти люди, которые возомнили, что они
лидеры народа, матери народа, нации и так далее. И пошло вот это возрождение культа личности, еще больше затоптали национальные идеи. На данном этапе что случилось в Гагаузии? Мы превратились в рынок. Гагаузов уже начали покупать. Денежки на выборы, денежки на митинги, денежки на заседания и так далее. И все, и вообще убита национальная идея. Нету у нас национальной идеи. Сейчас, чтобы начинать что-то делать, нужно вспомнить национальную идею. Или ту, которая была, или новую национальную идею надо дать людям. Создание региональной партии – хорошая очень идея. Но что она будет предлагать? Она тоже должна предложить национальную идею. Во-первых, региональная партия, которая будет создана, гагаузская, она должна сделать очень серьезный аналитический обзор, аналитику всего, что у нас происходило, как мы зародились и к чему пришли, что мы к 30-летию понимаем, что завтра, послезавтра можем исчезнуть как автономия, а это может случиться, потому что мы привели к этой ситуации своими даже какими-то неправильными действиями, своей неправильной политикой, взаимодействием и нелюбовью друг к другу. У гагаузов существует нелюбовь друг к другу, особенно у тех людей, которые приходят к власти. Вы же посмотрите, гнобят или башкан спикера, или наоборот Народное собрание исполком. Или же политические партии Кишинева, гагаузские какие-то формирования. Или же вы между собой. Сегодня какой мы видим вывод? Сегодня мы какую видим ситуацию? Круглый стол организовывает, идея же замечательная. Круглый стол для чего? Для того, чтобы поговорить и подумать, почему мы к этому пришли, что нам дальше делать. Потому что мы сегодня бьем на бат, громко бьем, что мы можем исчезнуть. Где наши руководители, где наши лидеры, где наши политические формирования? Нету их здесь. И не будет их. А почему нету? Потому что мы не любим друг друга. Гагаузы в Кишиневе мне очень много раз говорили, когда мы ездили. Не надо трогать гагаузов, они сами себя порвут. Они сами себя подавят, они сами себя потопят. И что я вижу сегодня, что мы все видим, так оно и происходит. Почему сегодня не пришли политические формирования? Потому что они считают, что они уже создали свои партии, они уже имеют какие-то свои программы, виды на Гагаузе, амбиции, цели. Они считают, что это им не надо. Почему не пришла сегодня гагаузская власть? Потому что они тоже считают, что им это не надо. Они во власти. Они сегодня пупы земли. Зачем им думать об этом, о чем мы сегодня здесь говорим? Их это все волнует? Нет. У них есть конвертики еще на несколько лет, поэтому я не думаю, что они будут заинтересованы, чтобы приходить и разговаривать о чем-то. Нужна национальная идея. Национальную идею нужно выработать, СМИ будоражить, пропаганду развивать, то есть давать людям. Почему случилась Гагаузская республика, Гагаузская автономия? Потому что наших лидеров, которые тогда начинали и рисковали своей жизнью, поддержал народ. Вот. А почему народ поддержал? Потому что народу дали идею, правильную идею, своевременную идею, полезную идею. Сейчас нас тоже поддержат, если мы выработаем идею. Идея должна крутиться вокруг гагаузскости, которую мы потеряли практически. Малый народ за счет чего может выжить на земле? За счет чего? Первое, значит, нас держит только идея, патриотическая идея. Этого слова не надо бояться. Это не сепаратизм, это патриотизм, который исходит от внутренних потребностей, от защиты своего народа, от защиты своей земли, от защиты своих семей и так далее. Дальше что нужно? Язык. Язык мы теряем. Уже все международные организации говорят о том, что язык гагаузский умирает. Мы его теряем. Вот, я хочу сказать и о молдавском языке, государственном языке. Гагаузы за 30 лет так и не научились на нем разговаривать. Мы хотим интеграцию в страну, мы хотим занимать какие-то должности в Республике Молдова, но мы каким-то образом принципиально не учим язык страны, в которой мы живем. Мы его не знаем, поэтому нас там нет и не будет, пока мы не заговорим. Молодежь, которая сейчас говорит, она уже какие-то перспективы, уже себе что-то там типа строит. Дальше, что держит малые народы, малочисленные народы? Что держит? Культура, традиции. С этим у нас немножко как бы получше.
Культура у нас как бы есть, традиции мы соблюдаем. У нас очень много в последнее время праздников проходит, именно традиционных, возрождения там разных обрядов, разных, значит, национальных костюмов и так далее. Это немного у нас работает. Что у нас происходит с литературой? У нас литература не развивается, у нас нет типографии, у нас не делается ничего по литературе. Если где-нибудь какой-нибудь поэт, писатель найдет какие-то деньги, выпрашивать, унижаться и выпустить какую-то литературу, ее надо выпускать на 3 языках. У нас 3 официальных государственных языка в Гагаузии. Вот, поэтому на 3 языках, чтобы ее могли, эту литературу все читать. Где наша литература? Ее фактически нет. Я на днях, меня попросили с Кишинева провести гагаузско, значит, русско-гагаузско-молдавский словарь. Я его не нашла у нас в магазине. Нету. О чем мы говорим? Мы ничего не сохранили вообще, мы ничего абсолютно не имеем. У нас нет партии своей до сих пор региональной, хотя об этом говорили вроде, и слава богу, сейчас подняли вопрос уже на более громком уровне. У нас нет собственной газеты, у нас была газета «Вести Гагаузии», старейшая газета. Уникальная газета, потому что имеет большую историю. Газету взяли, закрыли. Кто? Народное собрание закрыло газету. Нам почему-то газета не нужна. А люди, между прочим, ее ждали. Они ее читали. Газеты нет. Нет истории. До сих пор нет истории гагаузского народа. Я вам скажу, что когда я была председателем Народного собрания, я ездила, встречалась с Эрдоганом, я поднимала этот вопрос и просила его, чтобы архивы поднимали, что дали нам ученых и так далее, вот, чтобы наконец создать историю Гагаузии от начала до конца, копаться, искать и так далее. Он это услышал, он согласился и сказал: хорошо, 8 человек, вот, значит, делите, 4 человека будет от Турции, 4 человека от Гагаузии. Я когда вернулась домой, мы с депутатами сидели, вы помните, да? Значит, мы с депутатами сидели, обсуждали, мы решили сделать такой хороший вариант. То есть, чтобы 2 ученых было от Гагаузии, а 2 ученых от Академии наук Молдовы. Вот. Хорошая, по-моему, идея. И что? Мы не смогли пробить, потому что гагаузские ученые не захотели, чтобы в этой группе были молдавские ученые. И нам дали 3 месяца, что мы сформировали эту группу, и я через 3 месяца не смогла доложить Эрдогану, и они закрыли этот вопрос. И больше этот вопрос никогда нигде не поднимался. Мы поднимали вопрос о типографии, у нас нет типографии, больше этот вопрос тоже не поднимался. Не будет работы без вот этих вот формирований, понимаете, не будет. Если мы не будем иметь национальную идею, если мы не будем иметь типографию, если мы не будем возрождать то, чего мы за все это время потеряли, и газеты и так далее, пропаганду свою делать, нас никто не услышит. Еще раз хочу спасибо сказать сегодня средствам массовой информации, которые здесь есть, что они услышат. Но сегодня, я как пошутила, сегодня прессы много, больше, чем людей, к сожалению, не пришли. Не пришли почему? Вам всем понятно. Вам всем абсолютно понятно. Возникла, значит, национальные особенности. Есть национальная особенность охоты и так далее. Вот у нас появилась национальная особенность Гагаузии. Гагаузской политики, пардон. Ревность. Вот ревность. Вот если завтра решит, там, допустим, кто-то из тех, который сегодня не пришел, а они считают, что, наверное, они лучше, а вместо того, чтобы сесть за общий стол, вот пока это будет очень трудно. Это будет очень трудно переламывать вот эту ситуацию, прямо как мясорубка, прямо как жернова нужны. И для этого нужно, я вам уже сказала, 5 факторов. Самое первое, повторюсь, национальная идея. Пока мы не выработаем эту национальную идею, с которой мы можем выйти к народу, и к ним же, к этим партиям, не скажем. Вот. И хорошо, что мы сейчас именно ведем переговоры, консультации, и вот это вот вырабатываем. Но после 3-го тура уже надо будет создать команду, какой-то координационный совет, общественный совет, который этим начнет заниматься. Аналитику делать прошедшего периода, всего за 30 лет Гагаузии, и вырабатывать вот эту национальную политику, формировать, значит, какие-то позиции пропагандистской работы, чтобы это доходило до общих масс, до тех, которые должны это услышать и так далее. Ну и, наконец, нужно местной власти уже задать один откровенный, открытый, честный вопрос. Вы куда нас ведете? Что будет завтра с нами? Вы почему не идете, когда вас зовут на разговоры?
Вы для чего здесь были созданы? Вы кто такие? Вас народ избрал, а народ сегодня в страхе, народ сегодня в ужасе, а народ не знает сегодня, как жить. Мы не можем жить только одними каруселями. Нам нужно создавать рабочие места, нам нужно открывать предприятия, нам нужно давать людям хлеб, нам нужно давать жизнь. А этого нет. Есть только упертость за свою должность. Вот я должен быть на этом месте. А почему ты, а не другой в таком случае, если ты ничего не предлагаешь? Извините меня за жесткость, но я просто уже, я какое-то время не жила в Молдавии, не жила в Камрате. Я работала в серьезных структурах, значит, дипломатических в Москве, и я посмотрела, как люди работают. Наша политика похожа на, ну если давайте вспомним Ленина, на детскую болезнь левизны в коммунизме. Честное слово, мы не выросли из коротких штанишек. Мы топчемся на одном и том же месте. У нас нет роста. Мы говорим об одном. Через 30 лет мы пришли к тому, что мы говорим о том, что мы погибаем, мы пропадаем. Вы загубили свою национальную идею. Изумительно, за что нас признал весь мир. Спасибо тем, кто придумал вот этот консультационный совет, и чтобы мы могли встречаться. Я здесь вижу очень много интересных лиц, вот, и я вижу, что все расположены друг к другу по-доброму, именно с расположением по-доброму, с пониманием, с вниманием и с болью за завтрашний день Гагаузии и гагаузского народа надо подходить к этим консультационным вопросам и мероприятиям. В прошлый раз был Пармузал, в прошлый раз был Пашалы, они тоже высказывали аналогично идеи, значит, защиты, возрождения и я не знаю, будущего вот этого, о котором я сегодня говорю, потому что наше будущее просто сегодня просто в тумане. Я очень растеряна, когда приехала, и очень расстроена, что увидела у себя на родине к 30-летию, с какими мы итогами сюда приходим. И причем все хуже и хуже. Каждый день читаю, опять какие-то возрождаются амбиции. Нет никакого диалога ни между Кишиневым, ни между, посмотрите, дипломатические структуры. Они отсюда не выходили, послы здесь были. Я помню, что когда мы работали, Николай Петрович, мы же даже, по-моему, придумали такое мероприятие, что мы приглашали сюда к нам в Гагаузии послов на уборку винограда, чтобы больше сближения делать, понимаете? И все послы из Кишинева, абсолютно все. Очень хитрая госпожа Влад, она уловила эту идею, что она работает на Гагаузии, и после меня она на это все время проводила. Дипломаты все приезжали. Где вы видите сейчас хоть одного дипломата в Камрате? Никто не приезжает. Мы даже Турцию теряем. Даже с Турцией у нас разрываются отношения. Я очень расстроена. Просто и разочарована, и расстроена, и очень обеспокоена. И благодарю, что вы точно так же болеете за завтрашний день. Очень надеюсь, что вот эти консультации не пропадут зря. Очень надеюсь, что эти консультации дадут результат, и что мы достигнем, вот пусть будет главным методом, да, есть программа, есть структура, есть команда, есть пропаганда, но есть направление, но есть и методы работы. И вот я услышала сегодня главный метод работы от Петра Ильича, который вы все тоже поддержали. Вот этот метод, он основополагающий должен лечь на всю нашу работу. Диалог. Спасибо. 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 Я извиняюсь. Давай. Следующий. Как скажешь. Ну, пожалуйста, давай. Пожалуйста. Ну, в общем, я вообще не расстроен. Hiç yok расстройства. Burada lazım olsun. Burada lazım olsun трезвый bakış. Ne Gagauziya'da, Gagauzya şehir kaç prosent? 80 diyeceğiz. 70. Ki o kadar da bizim dilimiz olsun. Bizimkiler kemer varan kişiler diyorlar etmeye Rusya yine anlayıcıklar bizi. Hıyar anlayıcıklar, anlamayıcıklar. Ona seslicikler de bunu çıktılar. Anlamayıcıklar. Bu yanlış bizim bir bence Hudosni partiyadan bir kişi. Söylerim hani bu boşuna laf. Nesletmeyecekler. Полномочия yeri kimse vermeyecek. Bu ince değerli bir
politolog, historik politolog, ünlü bir Kazakistan'dan. Ben onu okurum daima. Diğer devlet bu pastayanlı proses her gün. Kim bize dolaştırıyor bu dili her yere sıkıştırma. Giderim mayra söyleyeyim nasıl bu? Ne anda burada Gagauzya Komratçı'nda? Moldovanca, Rusça, Gagauzya yok. Onlar частный istemiyorlar. Niye öyle частный? Niye onlar kendi başına mı hepsini yapıyorlar burada? Gene bir şey yok demeye. Ha plitka, ha spor plaşatka, bir de galeriya yok birinci etajda. Oraya kimse gitmiyor, orada da şov yapıyorlar. Mana gitti bir kimse, mana delegasya. Hele bir ahmaklık, bir aptallık oluyor orada. Böyle baktığında biz Bremenli yarıya, biz hep sanıyorsan bizi bir kimseyi anlayacak, sesleyecek, taş kururuz. Çok şeyler de bize buradan biz yapamayacağız, büyük prosesler yapacak. Ukrayna'dan önce bitecek cenk, o buraya da gelecek bu prosesler. Gelirse Ruslar olacak Rusça, Moldovanlar susacaklar. Bir türlü gidersek Avrupa, bir türlü. Niçin diyorlar referanduma karşı? Niçin zira bir açan giderdim. Seçime bir karı değer. Bana dedelerim anlatınca Rumlar burada götürerler kendilerini. Ve bitti. Bizimkilerde hem büyük faktör hani onlar birleşikler de ta ne karşın bastırıyorlar, tabii bastırıcıklar. Sonra da bundan çıkıyor bir soruş. Kim bizim союзник? Soyuznik Tursiya. Tursiya'da görüyor yani burada dilimizi hissetmeriz. Havari, kıçımızı havari, nasıl bu? Bizde lazım dil olsun. Niçin zira psikoloji, masallar, legendalar hepsi bu dilden bağlı, bizim dilden. Biz bağlıyız soruyu. Diyeceğiz Balkan tarafında oldukça natsiya, bardaşınan devlet ve bizim için laf ederlerdi. Bizi öyle silmeye kolay değil şimdi. Ben göreyim gençler çıktılar Gagavuşalı etmeye. Sonra gittim pasportuna biri de hiç Gagavuşalı etmiyorsun. Öyle bir prosto insan diyeceğiz. Yürüdü çıktı Gagavuşalı etmeye onunla. Prosesler gidiyor, yavaş yavaş gidiyor bu işlerle. Görmeye de anlama. Sonra çocuğuma derim, neyse işler sizin bu sistem hani ta stabilni orada, ne de sen bulunursun batı tarafında. Diğer orada var sosyalne institutu, общественная organizasyon diyeceğiz. Ona söylüyorlar devlete bunu yaparsak böyle olacak silah, bunu yaparsınız kötü, taratçıyız bunu, ona sesliyorlar. O da böyle diyalog. Ama onlar da kim nasat veriyorlar, onlar profesyonel insanlar. Biz biraz geri kaldık parazvityu diyeceğiz. Az kültürlü insan, az образованный. Diğer orada öyle kolay aldatamayacağım. İnce bizde burada. Hem de ta kültür ne yapıyorlar bu işler? Dil çıkıyor bir insan burada. Niçin bunu kapamamışlar ki onu kapayıcıymışlar? Ya o da o hepsinin süründen. Ne hıyarçın sen böyle alay edersin? Sonra diyorlar avtonomiya ne lazım? Açan böyle. O zaman Moldova'da ne lazım? Moldova'da kim bu insan çıkardan geldiler bize? Değil mi Moldovanlar? Değil mi ondan kişiler? Burlar bir ne hani hayatı bu hem kabatlı. Öbürler gezerler. Havalanırlar. Tölete bir iş. Onlar da düşünüyorlar daha çok kendikilerini. Biz de öyle olma. Sonra dersiniz başkanlar gelmedi. Ne hıyarlam gelsin buraya başkan? Hani sattı hepsi parlamaç. Ki bunu ben anlamıyorum size. Politikler için hem söyleme hem işlerini hem de kötü işlerini. Ras Komratçı'nda yok. Bir de skulptura, bir de Nişantaşı. Bu Komrat bu müzey. Müzey göklerin altında diyeceğiz. Bir açan giderim. Şimdi bitki vakti gitmiyorum. Giderdim Avrupa'ya. Germanya'da. Geçerim bir köşe, ikinci köşe. Burada bir skulptura. Küçücük. O çok para da etmiyor. Burada bir skulptura. Açan üçüncü köşeyi geçerim.
Bakırmayın nasıl değişti. Sonra diyeyim ne bu iş böyle? Aklına getir de bunlar. De biz bunları yapmarız. De bu işleri. Onun için de kim bu politikalarla bizim bu prostitutlarla bu başka laf yok nice deme. Hem ıslah taraflarını hem de kötü taraflarını söyleme. Откровенно. Ki o zaman olacak iş. O satmış hepsi palnamoça, biz bunu burayı bıçırırız. Detay gelmesin. Yapıyorlar Moldovan Partiyası. O da işler direktör. İnan da bizim upravlение. Direktörler lazım, Polit Partiyası burada yapsın. Ben bilmiyorum. Общественная организация делает, siz dilden karşılasınız bu işlere, politikaya. Onların için. Öyle ki ben diyelim olarsa Ruslar Rus dili, Moldovanlar kim çok bağırıyorlar ya da bizimkiler burada, onlar kaççıklar burada. Biz bilesince Ruslar götürüyorlar kendilerini. Olarsa Avrupa burada hepsi İngilizce çıkıyor, dil Moldovanca da, dil Rumunca da. Biz de buna hazır olalım. Sonra büyük Turan olur. Biz orayı, biz dilden oraya yapıştık, ne diyeceğiz? Ki oradan yardım gelsin. Onlardan sakınıyorlar çok işine. Birleşiyorlar Orta Asya, Azerbaycan, Türkiye. Türkiye'de buradaydı birkaç yüzyıl geri. Ki onlar öyle etme. Ne kadar çok laf edersin bu işler için onlar da anlıyorlar bizi. Ben bir örnek söyleyeyim. Azerbaycan'da açan Demirel'de savaş çıktıydı bu Cenk Armenlarla. Demirel katılmadı. Bıraktı bunlar. Ölersiniz, ölmersiniz. Neste yollamadı orayı. Vertolyot yollamadı. Ranyanlar çıkarsın. Bana anladar dostum vardır. İslah ünlü bir adam. Antalya'da profesördür. Resimci. Anladardı bu işleri. Sonra der biz çekittik Turuklan ta sık işleme. Sonra onu anladılar. Biz anladık. Bitki toplandık bir yere. Armenlara oturduk ne lazım. Oturduk onlar. Lazım anlatma bizim histori, bizim psikoloji onlara da. Daha onlar da anlasınlar bu işleri. Sonra da çocuğum der biz bulmadık kendi yerimizi bu dünyada. Ekonomika tarafından diyeceğiz o ekonomist. Moldova da bulmadı. Moldova yapar şarap, Fransa'da yapar şarap, İtalya'da yapar, ondan dil taprostu. Bizim de bekim dil taprostu ama onların da dil. Git de sen onlar orada. Ama der bak İspanyollar, zeytinyağı var. Grecya'da var, Türkiye'de, başka yerde bekim. Bunlar birinci yerde. Bütün dünyada zeytinyağı, onlar hepsini İspanyollar. İki buldular. Öbürle yapamıyorlar bu işleri. Öyle ki sonra burada lazım olsun sosyal solidarnost. Birini bir toplumdan, bir partiden, bir başka yerden Moldovanlar çekilirse sıkıştırma, onlarla biz de şimdi anlaşamıyoruz. Lem kalksın hepsi. Vraçlar çekittiler. Açarsın ağzını, gemodializi vermesin. Haydi işten çıkarma, türlü şeyler yapma, türlü problemler. Sırası bularlar niye yapışma. Başka adam da hep buna yaparsa onlara bir şey. Bu bilmem, bu çingenelik. Ben Moldovanlarla alay ederdim bir kulojniklerle. Siz şu orada ağasınız, siz çaburaşki. Diyeyim siz de oradan çingenisiniz. Sen de Dimitri sen bize söyleme böyle sen iste. O zaman sen de söyleme. Bu töleti. Onlardan dillen korkma. No yapma kendi işimizi. Teşekkür etme. Dela производства Gagavuşça. Hayırsızlar kim sattı полномочия, onlara da nasyonalni prestupniki предатели. Bu naş bu. Bunlar çığırma buraya. Bu naş bir şey yapıyoruz. Kovalama buradan dil çığırma buraya. Hiç gelmesine çaklaşmasınlar. Biz de nasyonal ideya arıyoruz bunlarla. Zenginlediler, gittiler. Hepsine kötülük yaptılar. Haydi be. Yani biz gideriz. Sonra da bakma hem akıllı insanların yanında var. Bulgarya'da, Grecya'da kaldıysalar. Bizimkiler de çekiliyorlar. Ben Moldovan ama ben Gagavuz. Ne sır şey bu?
Greklar gidiyorlar, ben Grek Gagavuzlar. Dedim, ne yapsa Grek Gagavuz olası? Yetmiyor mu sadece Gagavuz? Bizde saznaniye dişini çekilir. Olma. Şimdi biz böyleyiz. Beğenirsiniz, beğenmiyorsunuz İslam Moldovanları anlatmayın. Siz bizi böyle kabul ettiniz. Biz başka türlü olmayacağız. Biz de Moldovan olarsak size daha kötü olacak. Olacak da Moldovan sizden çekici size yapma. Gence ne istedi bizim ünlü insan. Doğru söyler. Gagavuz olası Moldovan o tam Moldovan olacak. Da onlara sonra problem olacak. Onlar onu anlamayacaklar. Öyle ki İslam kalma böyle neyse varız. Ama toplama ben bir dostumdan istediğim. Avrupa ister mi? Avrupa diyeyim. Avrupa kimsenin koruyacak Avrupa'da. Ya söyle. Moldovanlar, Fransızlar, onlar Frankofoniya bilmem ne. Biz ne kadar yapacağız orada? Turция orada yok. Nasıl yapacağız? Susar. Sonra Ukrayna'da bir general gider cink dedi. Ben gitmeyeceğim cink gitmeye. Ukrayna nasıl yaptı Gagavuzlara? Ne kadar ben gidemiyorum onlar için? Признали народ Karım'ı yok. Автономия var mı? Yok. Gitsinler ölsünler kendileri o zaman. Hani ne iş bu? Nasıl bizde prava yok, İslam gitmeye ölmeye. Ha işi. Öyle de ben dilim pesimist. Ben sanırım hani varınca işler yapma. Ben bilirim hani İngiliz dili yavaş yavaş kaplı heresini. Bir İtalyan iskustuviyetla bir hafta yazışardık. Bana yazar İngilizce. Sonra yazar statya, ilk İtalyanca, ikinci payı da İngilizce. Bu benimle İtalyanca alay etmiyor. Çoğunu anlayan bu dil daha genişlendi bu dünyada. Öyle de. Dil Rus dili de bu dil. Dil Türk dili de. Türk dili belki milyar doğru olacak. Allah bilir. Öyle ki 30 yılda 2 kağıt Kültüre Bakanı Nesli'de çıkardı. Hemen nagla götüre, öyle hesapsız götüre kendisine hiç istem hesaplaşmaları var. Bir normal iş söylersin, sas o paralar on, sas o niste. Ki bu tansul kilen bitirmezsin, bir ala para harcıyorlar. Yani gidiyor o paralar. Tansul ki şarap, o paralarla bence предприятие yapma. Bizim bu ispokoma getirsinler, böyle vraçların, çocuğun diğer injenerler getirsinler. Git başka yere DNA alışma ya da vraçlara. Soyarlar dilsin, derine ama soyarlar. Her yerine kadar. Öyle ki normal ne bilmem, ben çokça bekliyorlar ettim ama böyle. Ну, благодаря Ама вам да. в Гаврате появилась пару скульптур. Когда первый Да, но потом нет. Потом все, пару скульптур Уважаемые благодаря вам друзья, появилась. час уже прошел, значит, спрашиваю, продолжим дальше или сделаем перерыв? Я думаю, что у нас не так много, наверное, Лается надо мне. Да? Пожалуйста. Давай, в троечку руководитель нашей гагавузской общины. Здравствуйте всем, спасибо, что пригласили. Я не могу равнодушно относиться, естественно, к тому, что происходит здесь, в Гагаузии, тем более, что я на уровне республики так получилось, что я занимаюсь этими проблемами, и в том числе то, что мы здесь, в принципе, я в прошлый раз сказал, и сейчас о том, что об участии не коренного населения, как говорят, или не титульного, пардон, потому что гагаузы тоже коренное население, в органах управления. И если гагаузы, вот как прозвучало, что гагаузы не знают румынский язык, государственный язык, я могу привести много примеров. На севере Молдавии украинцы живут дисперсно, перемешку, и знают этот язык. На сегодняшний день они в том же положении, что и мы. В органах управления центральной власти украинцев, покажите мне, нету. Невзирая на то, что они знают этот румынский язык. Больше процент, намного больше, чем гагаузы.
Но это я так, для начала. А так, конечно, мы можем сейчас говорить много подробностей о 90-х годах, о жизни в Советском Союзе. Мы должны потихонечку это отложить. Где-то так, за стаканчиком вина вспоминать о том, как было когда-то хорошо, как было вот, превосходно и так далее. А сегодня мы немножко должны уже больший процент наших действий уделить, что мы будем делать. Что делать в этой ситуации, с чего начать, с чего мы должны выправлять ситуации. Поэтому один из моих вот таких положительных подходов, то, что вот я давно вынашивал эту идею о региональных партиях, поэтому, Николай Харонович, я и присутствую. Вот. Да, на сегодняшний день мы должны тоже реально быть реалистами, что на сегодняшний день вот партия республиканская, которая будет гагаузской, я верю это, у нее нету шансов пройти в парламент. Ну и не надо. Давайте мы сконцентрируемся на выборах местных, на выборах Народное собрание, на выборах Башкана. Потому что даже если мы пройдем парламент, даже если мы пройдем парламент, даже если у нас квота будет, это только видимость демократии. Мы не сможем ни на что влиять, если другое законодательство не будет поправки в законодательство о квоте этой. Просто, мы выступим на трибуне парламента, нас услышат, но решение мы не увидим. Поэтому я предлагаю, чтобы мы вот не очень-то рассчитывали на парламентские выборы, а начать надо с малого. На парламенте мы не докажем никому. На сегодняшний день я вот чего начал с того, о представительстве. Местные выборы. Да, я о представительстве в органах управления нетитульных наций. Ну, вот так, реальность такая сегодня. Надо понимать, что Молдова сегодня такая. И исходить из этой реальности. Мы можем вспоминать 90-е годы. Мы можем вспоминать Советский Союз, как вот сейчас и вспоминаем, продолжаем это вспоминать. От этого у нас сегодня не будет реальных результатов. Я поддерживаю, что мы должны иметь партию, вот, базировавшуюся, которая будет базироваться на Гагаузии. Может, с моей точки зрения, может быть даже две партии, чтобы они конкурировали как-то между собой. Вот. Не за парламентские, а между собой, чтобы не было если есть конкуренция, значит и выдвигаются более какие-то подготовленные люди, более профессиональные люди и так далее. Что касается республиканских партий, которые представители сюда не пришли, я не вижу большой такой беды, потому что в республиканских партиях, ни в одной республиканской партии нету ихних уставных документах, ничего нету о Гагаузии. Ничего нету. Когда-то мой хороший приятель Филат меня приглашал в партию либерально-демократическую. Я ему сказал: давай покажи мне, где наше место в этом деле, чтобы я мог пойти туда, в Гагаузии, и смотреть людям в глаза. Он отвернулся и потом взял Петю Влах. Влах, да. Его взял это самое все, и вот такая ситуация. Меня приглашали и в другим партиям. Первый вопрос был, о чем соцпартии в том числе, где ваша программа по Гагаузии? Нету ни в одной центральной
партии. Поэтому это вот, ну, болезнь всех партий, что ли, центральных партий. И правильно сказали, что и нами Башкана выбрали центральные партии. В финале, вы знаете, партия была Шора и партия была социалистов. И правильно, и здесь прозвучало, что из двух зол выбрали наименьшие. Я так что-то так понял, этот выбор нашего народа. Поэтому мы должны вот исходить из вот реальных нашего положения. Не ждать, не будет со стороны центральных партий никакой помощи. Это железно. Вот. Ну и вот сконцентрироваться, зарегистрироваться как партия и начать работать. Искать друзей. Мы вот говорили, где представительство, там тоже живые люди живут, то есть работают. Вот. И мы должны искать друзей среди дипломатических представительств, тюркских государств, которые сейчас в Кишиневе у нас есть. Тюрксой, Болгария. Тика. Греция, Грузия. Кто? Тика, я имею в виду, тоже. Тика тоже. Турецкий Тика. Тика это не государство, это представительство правительства Турции. Это Тика. Кстати, Тика не может сегодня в Кишиневе установить уже 2 года бюст Михаила Чакира около библиотеки имени Михаила Чакира на Рыжхановке. Вы понимаете, это что это? Потому что Министерство культуры блокирует. Вот так вот. Поэтому на сегодняшний день я не хочу касаться деятельности, в том числе и наших друзей потенциальных, но мы сегодня должны были бы, с учетом того, что как вот когда-то прозвучало, что это гарант, Турция это гарант, мы более активно должны были бы работать с этим посольством. Этим посольством, потому что когда на 30 или 31 октября 101-я годовщина Кишиневе была, я там поднял вопрос 29-го, 29-го официально, а делали тоже 29-го. Не было никого из официальных властей Гагаузии. Это ненормально. Это ненормально. Я могу как угодно относиться к персоналиям, которые занимают эти должности, но я как вот выражался и в президентуре, давайте не будем мы с Гуцул что-то там заключить, мы давайте с Башканом. Вот. Поэтому, да, конечно. Да. Ну а вот, конечно, я не говорю, что там представителей центральных партий объявлять какими-то там врагами или как-то. Мы должны тоже к ним подходить, сказать, что дорогой, уважаемый, понятно, что сегодня такое время, личный интерес, он очень-очень значимый. Все мы живые люди. Но давайте выделите из этого личного интереса вашего и вот такой сегмент интереса для гагаузского народа. Понимаете? Я думаю, что если, может, не 100%, зная личности лидеров этих партий, но отдельные личности, я думаю, откликнутся. Все-таки я уверен в этом. Некоторые просто для галочки пьют, там это результаты может быть, но показать, что мы в диалоге. А это нужно? Потом. Мы должны, вы должны предложить должны, искать должны, вы понимаете? И вот я, конечно, давно тоже, я признавался Анне Геннадьевне, что я давно, меня вот национальная идея вот ковыряет в душе. Национальной идеи нету. Вот, я вам скажу, что я даже выработал где-то, пилоны развития гагаузской автономии. Ух ты. Вот, и у меня была статья такая краткая. Вот первый пилон — это экономический.
Вот мы сегодня говорим о том, что Самодостаточность. экономика на момент сегодня, исходя из закона Гагаузы-Ри, мы далеко практически ничего не можем. Давай так. Когда вот лет 5-6 назад, там, после эмбарго в России, кто-то из руководства договорился напрямую, все, поговорите с производителями, они все шли все равно через Кишинев, потому что межгосударственные отношения. Поэтому, когда бить в грудь, сказать, что мы озолотим экономический Гагаузии, мы не сможем этого делать самостоятельно без Кишинева. Я не говорю, что ничего не можем, но я имею в виду, чтобы мы не обещали золотые горы. Вот это первый пилон, Анна. Второй пилон, вот он очень сложный. Это язык, культура, образование. Это монополия. Язык, культура, образование. Я давно говорю, исходя из моего опыта, что мы пока не переведем начальную школу на гагаузский язык обучения, мы национальную идею будем вот так шупать издалека, но не сможем ее... Кстати, я говорил в другой аудитории, вот Объединенные Арабские Эмираты, в Дубае. Там арабы решили, что им арабский язык не нужен, английский есть, что еще надо. Так там же у них другая система. Ихний руководитель этого Эмирата вызвал, сказал, так, сегодня что, март, да? Сентября, что все начальные школы, независимо от перевести на арабский. А после этого, пожалуйста, английский хотите, немецкий, американский, какой-то самый. Понимаете? Но у нас не арабы, но есть другой пример. Вот в Ирландии они до сих пор борются за свой ирландский язык, потому что там тоже население за английский язык легче, проще, как мы здесь. Biz layderız Rusça değil, biz sanaştık, biz öğrendik o dilde. Biz bitirdik şkolalar, institutlar, üniversiteler. Biz layderiz, biz biliriz ama layderiz Rusça değil, bize tak kolay. Tak kolay. No, biz öğrenmedik okullarda öyle Gagavuz dilini biliyoruz. Biz işittik hani anamızdan, babamızdan. Ailede öğrendik babadan. Ailede öğrendik da. Yeni bir şey. Grammatika yok. Söyleyemeyeceğiz Gagavuzca bir iki işler hani varınca Rusça söylemeye. Onun için üçüncü pilon. Üçüncü pilon. Ben сестрером. Üçüncü pilon это православие наше. Православие наше. Вы знаете, я давно сторонник того, чтобы создать Гагаузию, гагаузскую епархию. И вот, кстати, сейчас... Разговоры об этом давно идут? Идет. И сейчас я вот слышал, вот Камрадская, то есть не Камрадская, Кагульская, Кагульско-Камрадская епархия имеет 42 прихода, из них 29 мы. Почему же она Кагульско-Камрадская? Нет, сейчас идет Камрадско-Кагульская. Нет, Это Камради говорят там. Нет, Владыка, это Камради когда говорят так. Официально. Владыка, когда приезжает Камрад, Камрадско-Кагульская. Когда приезжает Владыка Камрад, Камрадско-Кагульская. Когда туда едет Кагульско-Камрадская. Документально они Кагульско-Камрадская. Сейчас еще последние. Вот эти вот 3 пилона, я считаю, что если 3 пилона мы уделим внимание и реально мы еще раз, я согласен, что мы анализ закона Гагаузии сделаем, что мы можем, чтобы мы не мечтали о чем-то, которое мы не можем делать, а занимались тем, что мы можем делать. В первую очередь я согласен. Аналитика это рентген. Да. Понимаете, он очень нужен. Вот у меня к вам вопрос такой.
о чем мы мечтаем такого, что мы не можем сделать? Ну, скажи, пожалуйста, вот что мы... Вот я, вот из этих пилонов, что я очень боюсь, что с образованием, я потому что в какой-то аудитории ЦЕМ на меня так накинулись, что чуть не я говорил... Гагаузы накинули? Ну, гагаузы, конечно. Не удивляюсь. Не только учителя, да и все, не лязым bize ne yere gidecekler? Bizim uşaklar Gagavuzca dilinden. Gagavuz dilinden ne yere gidecek? Sağ olasınız hepsiniz и последнее Вопрос, а в предложение. Чечне задают такой вопрос? Там есть и чеченский, Там и русский. уже там я это сейчас не хочу. И у меня есть ответ. И я вот пользуясь случаем, что мы вот здесь, я поздравляю всех с 23 декабрем, когда была утверждена официально автономия гагаузов, гагаузского народа. И желаю всем здоровья нашему гагаузскому народу, вам здесь присутствующим, и, соответственно, то, что сейчас вот это прощупывание начала, оно чтобы двигалось. Николай Харович, лично вы не сдавайтесь. Спасибо большое. Спасибо. Одна реплика. Украина, если трижды даже украинцы в Молдове будут говорить на румынском, все равно не попадут никуда. Мы здесь, как вы говорят, коренные люди, а они пока еще, как бы, у них есть своя родина. Есть. У нас никакой другой родины нет. Если гагаузы выучат румынский язык и поставят вопрос, мы должны быть там, и будут настаивать о единым фронтом, попадем. Мы Дай что Бог. через Дай Бог. русский язык Дай ассимиляция, Бог. что через Хорошо. русский ассимиляция. Хорошо, коллеги, спасибо. Спасибо. Георгиевич, пожалуйста. Извините, я чуть больше сказал. Внимательно послушал всех. Легче всего в конце В выступать. основном согласен, что говорили все. Я действительно добиваюсь автономии после того, как была автономия, и еще позже, принимал активное участие во многих вещах. Многое навидался, очень многое навидался. И сегодня действительно ужасная картина. Нам надо поправить дело. А как поправить? Поправить, постараться, вот как сегодня сделали несколько человек, постараться пригласить всех. Пусть думают по-другому, пусть немножко другие мысли, но собраться и поговорить. Действительно много глупостей, очень много. И простые рядовые делали глупости. И те, кто у власти, много глупостей делали. Поэтому мы дошли до такой жизни. Поэтому надо объединить все силы, сплотиться и постараться поправить это положение дел. Картина ужасная. Не хочу я, могу лучше меня, по крайней мере тогда, вот 30 лет назад с лишним, лучше меня не знает ни людей, не знаю, в каждом населенном пункте активных людей, которые боролись за автономию. И так далее. Слабые места, сильные места, населенные пункты немало знаю. Надо встречаться чаще, говорить и приходить к общему мнению. Приходить к общему мнению, поправить положение дел. Я все, не хочу много говорить. Поправить надо положение дел. Спасибо большое, Георгиевич. Кто еще хочет высказаться? Можно я скажу? Пожалуйста. Дело в том, что я как-то вникать стал побольше на окружающую среду и на внешнее состояние нашего народа. Наша Бужанская степь сегодня, могу сказать, что да, есть достояние наших ребят, экологов, лесников, водных ресурсов, руководителей. Немножко мы уже стали финансироваться с европейской части, с Европы финансироваться зелеными насаждениями, водными ресурсами. Пока еще мы не поставили такой вопрос о водных ресурсах. Водные ресурсы сегодня находятся
неизвестно в чьих каких руках. И сегодня Грузия только доминирует. Большинство это лесными насаждения. Мы когда-то выиграли гранты хорошие, мировые, европейские. Но сейчас мы попросим занять. У нас самое больное место, ребята, обратите внимание, у нас нет ни одной мусоросвалки, которые, да, есть турки хотят помочь по созданию мусоросвалки полным циклом переработки. Это один из источников, который мы мечтаем уже больше 30 лет. Так мы, я думаю, что наши экологи и обходчики, и лесники, мы работаем с этими организациями. Я думаю, что мы выйдем на учредителя, и мы найдем учредителя или с России, или с Турции, или с Турской мира. Мы к этому уже на итоге, на начале, на старте. Я думаю, что вот это, что я хотел. Спасибо большое. Николай Петрович, пожалуйста. Уважаемые друзья, хочу с вами поделиться тоже своей оценкой, своими размышлениями и своими пожеланиями. Сегодня ситуация в Грузии, вокруг нашей Гагаузской автономии очень плохая. Сегодня было много сказано об этом. Но мы должны, Николай Харламович, после третьего круглого стола создать координационный центр и аналитически подойти ко всем этим проблемам и составить богатую информацию, которую надо показать в доступной форме нашему народу. Ведь, по сути дела, мы должны исходить из того, что начиная от тех далеких времен, когда наш народ был един, ведь тогда были народные движения, Гагаузскалкы, Ватан, Единство в Чатамурском районе, Ватан в Буханецком, Милиция, они были объединены 21 мая на первом съезде представителей гагаузского народа. Для чего? Для того, чтобы общими усилиями отстаивать волеизъявление нашего народа. И результат был известен всем вам. Далее. Ведь эти съезды показывали наше единство, что наш народ правильно избрал свой путь самоопределения, свое волеизъявление высказал. И вот эти мероприятия они показывали всему миру, международному сообществу, что гагаузский народ избрал свой путь развития. Пришло время, когда уже надо было, я буду подробно говорить, первый съезд депутатов всех уровней. Ведь, по сути дела, там все. Сегодня вот мы говорим, что представителей властей нету. Нет депутата Народного собрания, кроме одного. Это говорит о том, что сегодня властей не интересует эта ситуация. А тогда все уровни объединялись, депутаты всех уровней, и сельские, и поселковые, городские, районные, Верховного Совета Молдавской ССР, Верховного Совета Союза СССр, все предприятия, руководители, все руководители хозяйств, и так далее, и так далее. Это о чем говорило? Это говорит, что мы сумели тогда объединить весь наш народ. Пришло время, когда уже получили признание. Международное сообщество признало нас как народ. Парламент утвердил юридический наш статус. Казалось бы, нам всем надо было объединиться и реализовать этот закон. Мы убедились еще. Первые выборы Башкана и Народного собрания показало, что статус попал в руки политической партии Республики Молдова. Они стали диктовать свои условия. Они еще первые выборы показали, что они будут здесь заниматься нашими проблемами. Они привели своего первого Башкана, они избрали, кого они посчитали нужным, первый создан Народное собрание Гагаузии и Гагаузии. И тогда мы еще убедились, как они избрали первого спикера Народного собрания. И дальше пошло-поехало. Это говорит, это показывает нам наглядно, что
что мы сами добровольно отдали свои полномочия с первых дней политическим партиям Республики Молдова. Браво. И они сегодня управляют нами. Вот мы попытались уже много раз, говорим об этом, но не получается только потому, что наши здоровые силы нашего народа не объединены. По какой вине? Сегодня многие из вас высказали, я не буду повторяться. Ведь, по сути дела, мы в 2010 году учредили в лице Николая Канаповича новую Гагаузию. Для чего? Для того, чтобы объединить наш народ, показать наше упущение, оценить, кто в чем виноват, и наметить конкретную стратегию, новые планы, программы развития Гагаузии. Ведь, по сути дела, какие мы съезды проводили, какие мы конференции проводили, каким мы обращением обращались к нашему народу, международному сообществу, приезжали, изучали нашу деятельность. Но, однако, не все силы объединились вокруг этой идеи. Через определенное время, в 2018 году, пришли к тому, что надо создать новую организацию, Девлет. Народно-патриотический союз Гагаузии, Девлет. Туда вошли более 20 общественных объединений. Тоже какие мы съезды проводили, какие мы мероприятия проводили, давали правильную, объективную правовую оценку нашим властям, автономии, и какие взаимоотношения с центром, кто в этом виноват, почему не идет так, как должно быть. Где все это осталось? Власти изолированы от гражданского общества Гагаузской автономии. И мы сами виноваты, что мы с них не спрашиваем. Она правильно сказала. Кто вы? Чего вы хотите? Чего вы добиваетесь? Ведь народ-то вам-то доверяет свою судьбу. Народ-то в ожидании, что вы, придя к власти, сделать от вас все зависящее, чтобы Гагаузская автономия динамично развивалась, чтобы закон о высоком правовом статусе Гагаузии работал в полном объеме, чтобы с центральным органом власти был постоянный диалог, и надо отстаивать свои интересы на всех уровнях. Я вспоминаю, вот я всегда сравниваю. Вот она, когда была 4-м созыве председателя Народного собрания, ведь когда был председатель парламента Республики Молдова Мария Ильич Луков, добились, был рабочий кабинет на Канампине в парламенте, встречались с руководством в нужный момент, председателем, его заместителями, председателями комиссий, участвовали в комиссии буквально парламента. То есть шел нормальный диалог. Гагаузия была во внимании. Всегда вот какие встречи были между правовыми организациями. Гагаузию постоянно посещали послы аккредитованной Республики Молдова. А на Канаде встречалась буквально и в Кишиневе постоянно, и в рабочем кабинете, и в посольствах. То есть шел постоянно беседный диалог. Когда Гагаузия была окружена вниманием, заботой, поездки в Турцию, встреча с президентом Турции, правительстве, парламенте. Поехали буквально в Госдуму Совет Федерации, и там встретили как достойных друзей своих. Везде встречали, шел прекрасный диалог, определяли конкретные меры действий. Возвращаясь здесь, как будто этого и не было. Поверьте, сегодня вот эта ситуация, которая сложилась, мне, как человек, который стоял у истоков самоопределения гагаузского народа с первых дней, до недавнего времени я постоянно работал в Народном собрании, больно и обидно, что именно во властные структуры попадают случайные люди. Я всегда обращался и обращаюсь к нашему народу. Я всегда спрашиваю тоже, чего мы хотим? Неужели мы не способны этих людей совместно, коллегиально определить и делегировать, чтобы они, приходя во властные структуры, осознали свою роль, какая у них миссия, чтобы они целиком и полностью отдавались тому участку дела, куда его избирают. Почему мы это не делаем? Почему мы этого не добиваемся? Да, приходя к власти. Почему нет спроса с них? Почему мы с них тоже не спрашиваем? Друзья, вы пришли осознанно, вы же давали клятву обещания нашему народу. Почему вы не выполняете то, чем вы должны заниматься? Мы же с них тоже не спрашиваем.
Это будет до тех пор, я повторяюсь, я в прошлом тоже говорил, пока в Гагаузии не будет специальная программа подготовки национальных кадров, а это я с первого созыва об этом говорю, и по сегодняшний день нет этой программы. Если бы эта программа была бы принята, я вас уверяю, у нас прекрасные одаренные дети в школах учатся. Мы должны их буквально определять, направлять на учебу, закончив учебу, возвращение, буквально их закреплять здесь, создавать им очень хорошие, приемлемые, интересные условия, чтобы они здесь изъявили желание работать. И это мы делаем. Далее, хорошо, еще пару моментов. Еще вот смотрите, я всегда подчеркиваю, сегодня говорю, у нас не принято вот это самое основное преемственность и последовательность. Мы должны всегда, вот принимая власть от предыдущих, мы должны это оценить и сами улучшить свою деятельность. И уже следующим властям это передавать последовательно, чтобы это продолжалось. А у нас что получается? Те, кто приходит к власти, только о себе думают. Себя возвышают, как будто они незаменимые. Поверьте, это очень важно. Я предлагал письменно, сколько раз обращался в Народное собрание, последние созывы. Надо наконец-то тех людей, кто стоял у истоков, кто занимался буквально этими вопросами, кто добился создания Гагаузской республики, потом Гагаузской автономии, они должны быть окружены вниманием и заботой. Я предлагал закон, Николай Иванович вышел тогда инициативой, закон о ветеранах создания Гагаузской республики, Гагаузской автономии. По сегодняшний день, уже говорю, 30 лет, нету. Мой разговор на 17 Я говорю, да, я говорю, но это же, только это как у нас. У друзей вот Тирасполя, они даже первый свой созыв сделали, как называется, заседательный совет, как называется, в Верховном Совете. То есть они буквально делятся своим опытом, знаниями. Возьмем парламент Республики Молдова. Первый созыв, когда приняли буквально декларацию о суверенитете Республики Молдова, сегодня они все награждены орденом Республики, все они имеют льготы, все они при своих правах буквально, они в нужный момент собираются заседать, это называется Совет ветеранов. Парламент 90. Да. Почему этого мы не делаем? Как мы хотим продвигаться, каким образом? Я вот всегда спрашиваю себя, спрашиваю друзей, я обращаюсь, когда на встречах тем, кто мы встречаемся. Поверьте, это все от нас зависит. Николай Иванович, вот эти вот второй круглый стол, я думаю, что придет время, после этого нам придется уже проводить и съезд. Подготовиться очень серьезно, но правильно, Анна Хамановна, что должен быть очень объективный анализ. Мы должны с первых дней по сегодняшний день, мы должны это подойти аналитически по всем процессам, показать нашему народу, где что происходит. Я думаю, что этим мы добьемся много. Большое спасибо, Николай Петрович. Пожалуйста. Съезд Акамака нужно начать, так как 90 год. Съезд общественного движения. 9 лет, у нас мы проводили, да. Не важно, 9 лет, любая, которая объединит всех. Да, всех объединит. Раз. Потому что сегодня депутаты всех уровней, которые собирают съезды, они не подготовлены, они принадлежат разным партиям. Они будут выполнять чесноки и просто в этом съезде опозоримся. Нет, просто можно опозорить сразу, выйти на съезд. Потом создать съезд представителей гагаузского народа, как гражданского общества, в целом там это независимая партия, на каждом населенном пункте свои делегаты, которые были избраны. Не просто приехали вот Сатурия с того села, как он представляет, он должен быть полномочен. Или с входом граждан, подтвержден, если сельского совета, чтобы он как делегат. Потом, когда махина как бы общественно раскрутится, потом уже депутаты всех уровней, когда уже народ уже как бы подготовлен, и народ будет как бы хватать ребят, депутатов, советников. Да. А у меня вопрос. Думаете, как там это и так далее? Георгий Иванович, да. У меня вопрос. А гагаузский народ знает, что Гагаузия на грани исчезновения?
А кто ей объясняет? Не, они, по-моему, дальше, потому что им там оттуда какую-то денежку, здесь карусели, там качели, сегодня здесь все, кто выступает. Сегодня все партии платят денежку. Ну, так понимаете, вот это. Поэтому надо наконец они открыть глаза людям, сказать, что мы Ну, я не буду называть Хорошо. Я одного человека обвинил, ну, он знает. Беда наших, первые начали ему платить, как бы, когда выборы приходили и так далее. А потом пришли более крупные, ну, игроки, так сказать, большими деньгами, они начали приучить наших людей за деньги. Понимаете? Вот в чем проблема наша. А народ не считает, а народ нищий. Пожалуйста, секундочку. Пожалуйста. Проблема вообще не в этом, что пришли с деньгами. Проблема не в этом, потому что люди остались сами по себе. Да. Поэтому не нужно этих людей винить, что... Никто не винит. Без секундочку. В любом случае, вот все, что мы говорим, упирается именно вот так и ходит, так и должна быть, именно должна быть политическая партия, которая будет доводить до людей все вот это, которая будет сделать... Чтобы народ знал. Политическую площадку сделать для народа, чтобы народ знал, доводить до народа все вот это. И именно политическая партия может требовать от власти Гагаузии именно вот это всего, чего она должна делать и не делает. Все, что упирается именно, потому что на сегодняшний день именно политическая партия может стать щитом Гагаузии и всего народа. Это понятно. Мы не Спасибо. Еще Спасибо. Продолжение реплики чуть-чуть. Все, которые общественные организации, движения, партии, которые действовали на территории страны, они что? Они все были заточены в выборы. Вот выборная кампания, год до выборной кампании, они активизируются, выборы прошли, все, связь с населением теряется. Дальше с населением никто не работает. И следующий выбор подходит за год, все начинают мобилизовываться. Вот выборы опять. Молдавские политические партии. Да. И совершенно а у нас вообще ничего нет, мы не работаем. Так вот, почему я говорю, что... Спор это нехорошо. Спор это очень хорошо. Уважаемые друзья, подведем итоги. Сегодня у нас, можно сказать, что уже прошел второй раунд переговоров политиков в Грузии. К сожалению, хотя коллеги тут говорили, что это не к сожалению, но я скажу, к сожалению, не присутствуют у нас сегодня представители республиканских политических партий, и, к сожалению, не присутствует и сегодня из руководства Гагаузии, с местных властей никого. Ни из представителей Народного собрания с руководства, ни из полкома Гагаузии. Но при этом я скажу, что уже есть результат. Результат в том, что две общественно-политические организации, которые в Гагаузии усиленно работают, имеют поддержку. Это Народно-патриотический союз Девлет и новая организация «Патриоты Гагаузии» сегодня участвовала. И также хочу отметить, общину, гагаузскую общину, поблагодарить руководителя Николая Петровича. То есть фактически три общественные объединения, которые в принципе дали сегодня полную информацию, ситуация, которая есть и в Гагаузии, и в стране, и новые предложения, к которым мы дальше должны идти. Также, конечно, хочу поблагодарить всех присутствующих коллег, политиков, которые очень много, я скажу, было предложений, я себе чуть-чуть здесь наметил. Ну а самое главное, если делать итог, мы в основном, я скажу, что все сошлись на том, что идеология нужна, концепция нужна, все нужно, но в первую очередь мы должны готовиться для того, чтобы создать все-таки партию. Региональная она, республиканская она. Мне понравилось, вот коллега сказал, что ничего страшного, если даже мы, создав республиканскую партию на первых этапах, не сможем бороться в республиканском масштабе. Да. Но мы сможем бороться на региональном, на местном масштабе, потому что, честно, если сказать... И доносить свои идеи на республиканском уровне. Да, конечно. Я скажу, что очень важно, потому что на следующий год у нас выборы не только парламентские, но у нас и выборы Народного собрания. Это законодательный орган. Если сегодня оставить население независимых будущих кандидатов один на один с мощными партиями, которые пришли к нам, и они очень и финансово, скажу, что укреплены. Они имеют, и скажу, что админ-ресурс серьезный. Чтобы не получалось так, что какая-то партия возьмет у нас 25-30 депутатов, и мы полностью, мы жалуемся на сегодняшний день, чтобы не было, что мы попадем под полную резервацию. Поэтому мы сегодня четко понимаем, что эта ситуация может быть.
Поэтому я считаю, что путь дальнейший, конечно, третьего раунда мы пригласим, мы всех обзвоним, кто посчитает нужным, что он готов дальше идти уже не просто консультативно, а уже конкретно идти в команду для того, чтобы создавать и партию, создавать следующую и программу, но уже провести какой-то более серьезный разговор для того, чтобы сделать несколько шагов вперед, для того, чтобы идти по пути, о котором мы сегодня говорили. Я хочу поблагодарить сегодня прессу, большое спасибо, потому что благодаря прессе мы в прямом эфире, наши жители Гагаузии, я скажу, даже наши земляки, которые живут сегодня и в Кишиневе, и в Турции, и в России, и в других местах, очень заинтересованы, многие звонили, очень хотели услышать то, что сегодня будет, и мы сегодня дали такую возможность прямого эфира, чтобы наши люди могли услышать. Конечно, благодарю и АТВ, и ГРТ, которые также присутствовали, которые наверняка тоже сделают передачу и покажут по своим каналам. Это дает возможность больше информировать людей, что гагаузы сегодня созрели для того, чтобы в дальнейшем решать свою судьбу сами. И Лафемда здесь тоже большое спасибо. Мы в дальнейшем готовы сами решать свои вопросы, свои проблемы, которые есть. Сила Гагаузии только в единстве. Поэтому я предлагаю до того, пока пройдет у нас третий раунд у нас пройдет в субботу, следующую субботу, это у нас, написали 28 числа перед Новым годом. Ну, как раз, как говорится, и маленький корпоратив, поздравим себя с будущим, как говорится, наступающим Новым годом. Но до этого я предлагаю, чтобы мы дали информацию и вышли в инфотак, что мы собираемся открывать республиканскую партию. Я предлагаю, что в инфотаге участвовали Дудоглов, Терс Николай Петрович, Харламенко, Крыльчик и Кизли, и представители от Патриота Гагаузии. Вы уже сами определитесь, кто. Хорошо, Георгиевич? Я думаю, что в ближайшие дни мы созвонимся с инфотагом и договоримся, на какой день они могут нас принять. Петрович, правильно? Я назвал фамилии, все согласны? Потому что мы должны выходить на следующий уровень, мы должны об этом говорить, открыто говорить, мы ничего не боимся. То, что мы сегодня не получили поддержку, мы это знали от руководства Гагаузии и от других политических партий. Мы отлично понимаем, что мы становимся для политических партий сегодня соперниками конкретными. Да. И сегодня те партии, которые в Гагаузии получали на протяжении последних 10, а может даже больше лет, 80-90% появление в Гагаузии республиканские, не региональные, а республиканские партии, это говорит о том, что мы возьмем свои голоса, не будем кому-то отдавать. Я же сказала, ревность. Ну да, поэтому я скажу, что этот шаг, который сегодня сделан, останется в истории. Поэтому благодарю еще раз всех присутствующих. Большое спасибо. Мы обязательно проинформируем всех, где третий раунд пройдет, для того, чтобы мы могли всех собраться и уже дополнительно поработать. К третьему раунду наверняка мы уже, так как мы являемся организатором Народный патриотический союз, мы уже подготовим некоторые предложения, будущие программы, может быть даже на следующее мы примем резолюцию конкретную, которую можно будет уже опубликовать для того, чтобы сделаны конкретные шаги. Но я думаю, что будучи и поехав в инфотак, я думаю, что вся пресса республики узнает о том, что реально в Гагаузии готовится новый проект. Возвращусь к некоторым моментам поездки в Стамбул, где проходила, в принципе, формация депутата Народного собрания, депутата парламента, министры, турецкая сторона, где шли переговоры, чтобы разблокировать отношения между Комратом и Кишиневым. Я считаю, что это был очень правильный шаг, потому что продолжение второй этап прошел уже в Кишиневе, и есть наметки третьего этапа. И то, что вчера президент страны пригласила гагаузов для того, чтобы встретиться накануне 30-летия Гагаузской республики и, в принципе, поднять наши вопросы. И очень хочу, чтобы ни в коем случае никто не переиначивал эту встречу. Потому что мы были именно там для того, чтобы поднять все эти вопросы. И самое главное, нам удалось поставить руководство страны, чтобы был и президент, и премьер-министр, и председатель парламента, что в Гагаузии мы готовим проект. И мы готовы в дальнейшем защищать свои интересы сами, выходить с дополнительными предложениями для того, чтобы вернуть наши полномочия назад.
понравилось им, не понравилось, мы по этому пути идем. Всем большое спасибо. И вам спасибо. Спасибо.